XIV веке Рашид ад-Дин в своем труде несколько раз упомянул великий родовой некрополь династии Шингис-Кагана. Это место не было тайной. На странице 115 он пишет, что в великом родовом некрополе Шингис-хана в районе Буркан-Калдун похоронены хан Төле, Каган Кубылай, Каган Мөнке и их роды. Другие ветви потомков Шингис-хана имели свои некрополи в иных местах. На странице 264 сказано, что Арх-Бока был похоронен в Бурахундур возле реки Селинге, в великом родовом некрополе Шингис-хана. Здесь же покоятся Сургахтан-Бике и другие ханзады, за исключением Кагана Кубылай. На странице 180 упомянуто, что Бурахундур на берегу Селинге является Гурук-Бузург, большим некрополем. Переводчик поясняет, что этот большой некрополь находился в другом месте, чем великий родовой некрополь Шингис-хана, и их нельзя путать. Таким образом, в книге описаны два великих родовых некрополя династии Шингис-хана. Один у Буркан-Халдун, где вместе с самим Шингис-ханом похоронены хан Төле, Каган Кубылай, Каган Мөнке и их роды. Другой у реки Селинге, где были погребены другие потомки великого правителя. По британской энциклопедии 1771 года река Селинге – это река Есил в Казахстане. В издании сказано, что город Селингенский находится на реке Селинге. Его координаты – 50 градусов северной широты и 65 градусов восточной долготы. Наиболее соответствующая река Есил, а ближайший город Есил с координатами примерно 51 градус северной широты и 66 градусов восточной долготы. То есть Селинге – это река Есил, а Селинга-город – это город Есил. Сопоставив эти факты, можно сделать вывод, что второй великий родовой некрополь находился близ реки Есил. На российской военной карте 1877 года отмечено кладбище Чингис. Оно расположено также недалеко от Есил на реке Нура в районе нынешнего Темиртау. С 1939 года здесь начали проводить раскопки, а в 1941 году местность затопили, создав Самаркандское водохранилище. На другом берегу находилось кладбище Жирубай, которое тоже ушло под воду. По воспоминаниям местных жителей, из-под воды поднимались человеческие останки. Эта карта была составлена до смерти Шингис-султана и Хубайдолла Шингис, поэтому отметка Чингис относится не к ним. В районе Темиртау также были найдены древние сакские курганы возрастом 2500 лет. Все это подтверждает, что данная территория издавна была землей погребений. Следовательно, указанное на карте кладбище и есть второй великий родовой некрополь династии Шингис-Кагана. Предки Шингис-Кагана родились на казахской земле. По труду Абылгазы Бахадур-хана 17 века, еще до эпохи Ергенекон, в сахское время предки Шингис-Кагана, Огус-хан, Карахан, Могул-хан кочевали между Улутау и Кишитау, нынешним Сары-Шаган. Зимы они проводили южнее, у Сырдарьи в районах Байконгур, Туркестан, а также в Сайрам и Тарас. По труду английского историка Эдуарда Гиббона XVIII века, 21-й предок Шингис-Кагана, тюркский Каган Бөрте-Чина, вышедший из Ергенекон, имел ставку на берегу Ертыс в районе 49-й параллели на землях Кыршим и Бухтырма. Европа узнала название Тырк в 545 году именно с именем Бөрте-Чина. Согласно Рашид ад-Дину, ставка Шингис-Кагана находилась между Ертыс и Алтай. Таким образом, местоположения родовых некрополей не были тайной, они охранялись. И сегодня мы можем определить, где находились оба этих священных места династии Великого Кагана.